Питание является основой нашей жизни. Правильное здоровое питание дает здоровье и силы нашему организму. Питание требует заботливого и уважительного отношения и влияет не только на жизнь отдельного человека, но и на жизнь общества в целом, на его устойчивость. Говоря о культуре питания, мы не можем здесь не заметить прямой связи с темой жизненного стиля в целом. Еще древние римляне говорили: в здоровом теле здоровый дух. Здоровая пища и стиль жизни являются во многом определяющими для творческого и созидательного труда, активного отношения к окружающей действительности. В этом смысле они являются импульсом для трансформации экономики. Понятие «зеленая экономика» и концепция зеленого роста очень многогранны. В условиях экономического, экологического и продовольственного кризиса человечество ищет новые пути его преодоления. Речь идет не только о том, чтобы сохранить природу, но и способствовать экономическому росту и технологическому развитию через умную и зеленую экономику. Понятия «зеленый продукт», «зеленый транспорт», «зеленая энергия», «зеленая промышленность», «зеленые инвестиции», «зеленый бизнес», «зеленые технологии» все чаще звучат. За ними стоит определенный жизненный стиль и философия. Проект «Продуктовая политика и жизненный стиль», объединяющий интересы правительства, бизнеса, образования и граждан, был представлен на 4-м международном форуме «Эффективное сотрудничество в Европе». Проект очень многосторонний и включает в себя вопросы чистоты воды, воздуха и почвы. В проекте затрагиваются вопросы сельского хозяйства, транспорта, строительства, промышленности, взаимодействия между городом и селом, сотрудничества между регионами, между странами. Он включает в себя также инновационные, коммуникационные и образовательные стратегии, подразумевая подготовку специалистов нового типа с глобальным мышлением. Основная цель проекта – создать информационно-ресурсные методические центры в разных регионах мира, которые будут в том числе способствовать подготовке кадров для перехода регионов на зеленую экономику. Вдохновляющим примером для участников проекта послужило мероприятие, организованное в Роттердаме. Роттердамский Food Market Hall – пример инновации, совмещающей в себе темы питания и жилья. Он представляет собой совершенно новое сочетание между темами развития города, обеспечения продуктами питания и сельской жизни. Food Market Hall еще не достроен. Это продолжающийся творческий процесс, нацеленный на поиск новых путей к экономическому росту и устойчивости. Комплексный подход также можно показать на примере голландской области «Зеленое сердце». Мы видим, как правительство, предприниматели и образование объединяют свои усилия для перехода к зеленой экономике. Act in this matter in cooperation with the province as another important public factor, public partner, the government, of which we are reliable for some funds that are given to us and to the province, and of course the private partners, the companies which are present in this area and which should reallocate. Self-supporting in environment and food and energy and all those things. And that must be Gouda, and we must judge it and take the best of it. На выездной сессии 4-го международного форума «Эффективное сотрудничество в Европе», которая состоялась в июне 2013 года в Нидерландах, тему зеленой экономики поднимают преподаватель Университета прикладных наук Сакшен Хери Стегеман и владелец экологической фермы Ян Хайген. Ян Хайген – философ. Своей деятельностью он демонстрирует новые подходы не только к выращиванию и потреблению продукта, но и к взаимодействию между мегаполисом и селом. По контрасту, неподалеку расположена большая высокотехнологичная ферма, философия которой очевидным образом отличается от философии Яна. Здесь стремятся к быстрому получению большого количества продукта. Тема жизненного стиля и философия, стоящая за взаимодействием между животными, дающими продукт, людьми, обеспечивающими жизнедеятельность бизнеса в этих двух структурах, корни расходятся. В первом случае это малый бизнес и творческий подход, модель, распространяемая в различные регионы. Во втором случае это средний бизнес, автоматизированный и сконцентрированный в одном месте. Как показать горожанам связь между их жизнью и природой и сельским хозяйством? Как выстроить этот мост? Что можно сделать для развития зеленой экономики как в городе, так и в селе? Замечательным примером городского развития с учетом зеленой экономики является голландский город Кулембург.
Более 10 лет назад муниципальные власти этого города приняли решение о реализации проекта, направленного на то, чтобы дать максимальное самоуправление новому городскому району и сделать его моделью, которая позволит продемонстрировать преимущества зеленого строительства. Подобный опыт очень интересен не только для Нидерландов, но и для России. Валерий Федорович Горькавый, возглавляющий муниципалитет Мурино Ленинградской области, посетил международный форум «Эффективное сотрудничество в Европе», чтобы увидеть возможности международного сотрудничества для Мурино. На сегодняшний день разработаны проекты планировки, архитектурная документация на 450 гектар под жилищную многоэтажную застройку. Мы планируем строительство большого логистического центра многофункционального, который бы включал в одно, так сказать, в единый узел. Это метрополитен, железную дорогу, автобусный вокзал, гостиница, бизнес-центр. Важность темы зеленой экономики хорошо понятна руководителям Евросоюза. О ней говорилось и на выездной сессии 4-го форума «Эффективное сотрудничество в Европе», который состоялся в Санкт-Петербурге в апреле 2013 года. 4-й международный форум «Эффективное сотрудничество в Европе», посвященный теме зеленой экономики, играет важную роль в ее поддержке. Люк Ван ден Бранде, член Комитета регионов, представитель Фламандско-европейского офиса по взаимодействию, говорит о том, что каждый регион имеет по меньшей мере один бриллиант, и самый важный ресурс – это человеческий капитал. Он рассказывает о европейской стратегии 2020 и возможностях для партнерства, а также о подходе Triple Helix. Latvian president was saying each region, each city has at least one diamond. Whatever the size, whatever the possibility, whatever the institutional architecture may be in some countries, each region, each city has at least one diamond. And the most important diamond is the human capacity. We are often saying, and I think it's true, that to not just overcome, but to build a new future, that we have to base our policies on the triple helix, the wonderful triple helix. The triple helix between the governments, the institutional actor, between the business and economic society, and the universities and research centers. Эрик Сток, советник по стратегии, политике и проектам муниципалитета Хенделу, Нидерланды, представил возможности сотрудничества с регионом Твенте, через который будет проходить зеленый коридор, который соединит Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу и Россию. Эрик Сток рассказал о проведении мероприятия Maker Fair в Нидерландах. And why is it important, open innovation? I think that is one of the most powerful things we have in Europe. Our innovation. We always have been innovative with Leonardo da Vinci and people like him, and we are looking for these kind of people. We are looking for people who have good ideas, but you have to make a product of it, and that's hard to do it. So what do you need? Of course, you need the people. And I think you need the creative people. And that doesn't mean only the artists, but people like you. The triple helix, you see it, you have to work together with the governance structure, together with businesses, and together with the universities. You also need an infrastructure, and not only roads and railways, but you need an infrastructure where people can meet each other. It must be attractive in your region or your city to exchange ideas. So you need platforms. Юрий Каратун, глава администрации города Приморск Ленинградской области, открыт к обмену опытом и сотрудничеству. Портовый город Приморск расположен на Балтийском море и очень заинтересован в улучшении зеленой составляющей. Начинать Россию все равно, конечно, надо не только с городов восстанавливать, а из деревень, из наших поселков. И как раз я считаю, что вот начало возрождения, помимо того, что мы, конечно, вот в прошлом году мы в Красную долину из бюджета Приморского городского поселения вложили более 10 миллионов рублей. Во время форума был создан Международный экологический экспертный совет. В его задачи входит экспертиза и мониторинг экологической ситуации, стимулирование и фасилитация организаций и регионов в целом.
Совет призван способствовать выстраиванию сотрудничества между властями, предпринимателями, образованиями так, чтобы это сотрудничество способствовало устойчивому развитию, в том числе устойчивому жизненному стилю. Депутаты Европарламента Сари Эссая и Питер Ван Дален рассказали о работе Европарламента в направлении развития зеленой экономики. Cooperation between the European Union and Russia. I do this because I think it is the third or the fourth year already we are working together in this project. As far as agriculture and fisheries is concerned, on the one hand, we need to make sure that we have good food, sound food, which is reliable, and on the other hand, we need to make sure that it is food brought up in a correct way and that we are not taking all the fish out of the seas and that within 5 or 10 years we have no fish anymore. That's also a key issue in our work. Furthermore, I'm active in the Committee on Environment, Public Health and Food Safety and in the Committee on Industry. So I believe in education. I believe that it's very, very important that all children, for example, they have the equal opportunity for good education. It shouldn't be something that it's relying on the financial situation of his or her parents, but all students should have the same possibilities for good education. And also I share the idea that state should support the education. Как сделать, чтобы пища, вода, воздух приносили нам радость и помогали нам созидать общее будущее? Проект «Продуктовая политика и жизненный стиль» был представлен организаторами форума Ингой Ивановой и Вимом де Хоупом. Они подчеркнули, что проект подразумевает не только работу специалистов, бизнесменов и политиков, но также школьников и студентов. Они пригласили представителей правительств, бизнеса, образования, общественных организаций принять участие в проекте «Продуктовая политика и жизненный стиль», официальное открытие которого состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге и в Москве, а в октябре в Нидерландах. As I said, that is a program on the longer run, and we want to act on the shorter run. As Luc van der Brand said, not only dialogue but also acting. We want to start a pilot project in relation to that longer-term program. Food supply and lifestyle are to train young professionals, students, professionals, that they think globally and act locally. Для участия в мероприятиях 2013-2014 года вы можете связаться с организаторами по электронной почте или по телефону.